наконец-то это чудо свершилось. Мы так давно ждали, что приедет трактор полить воду. Не мешай, я работаю. Когда ты... Потому что у нас в доме вода все проведена, все как бы есть, но этот самый, как сказать, невозможно было пользоваться ни ванной, ничем совершенно, потому что никуда это не выходило. Вот сейчас через дорогу роют трактор. Будут рыть или уже роют. Будут люди проезжать. Ну, сейчас они быстро уже. У нас уже вон трубы, все готовы. Все готово. И сразу тогда будет у нас вода в доме. А то ночью бегать сюда, в старый дом, обмыться, фишку искупать на ночь. Это, ой, такая проблема. Утром проснулась, нужно везти сюда в дом, чтобы помыться, зубки почистить. И все это, ой, это очень и очень сложно. Исхан там уже работает, помогает, да? Исхан у нас бедный на подхвате. Туда-сюда. А он там ямочку помогает. А можно я посмотрю? Можно ты просто помолчишь? Вот это можно на данный момент. Если хочешь посмотреть на улицу, халатик одевать, только с халатиком. Неужели это чудо случится? Как плохо без воды, без ничего. Ванна уже вроде бы живем, а нету возможности пользоваться всем. Трубы все купили, все давно у нас лежит дома, но никак, я же говорю, поехали, договорились уже, все, сказали отправить трактор, все, но никак это все не наступало, не стучалось, наконец-то. Я не знаю, говорят, в этом году осень будет прям жаркая такая, до 30 градусов, это мне мама сказала. Я читала или слышала, не знаю. Здесь нужно нам еще к порогу. Почему мы не делаем еще пока порог? Уже супруг давно бы сделал. Потому что здесь из стеклопакетов будет сделан у нас коридор. В этом коридоре будет полочка для обуви, там вешалка, там для, там бывает там, ну такая, типа как шкаф-купе, только вот, да, там туфячок такой, что можно было сесть, там одеть обувь, раздеться, поправить там и так далее, и так далее. И что я хотела сказать? А перед всем этим нужно же плитку положить на землю, прежде чем это все. А то установить эти все стеклопакеты, потом что ли опять оно будет неровно, нестандартно. Вот. То перед этим нужно тоже нанять трактор, потому что здесь у нас, друзья, вот этот слой на земле, тут чего только нету. Здесь и асфальт был, здесь и просто щебенка была. Потом в конце это все цементировали. И за счет этого, когда мы только дом, фундамент у нас давно стоит, фундамент был повыше. Из-за того, что много слоя здесь вот этого всего, поэтому кажется фундамент низкий. А когда он будет повыше, тоже, ну, больше фундамента, но и дом красивее будет смотреться. И его тоже нужно плиткой облаживать, это место, на фундамент класть. Вот, поэтому сейчас, если будет погода, может, иншаллах, получится в этом году. Я тоже планировала, думаю, сейчас похолодает, туда-сюда, конец октября, пока мы закончим со всем этим, и снег пойдет, и все такое. Может, успеем еще. Нужно, чтобы трактор хорошенько это все вычистил, заехал, прям хороший слой взял, это все вывез, и тогда нужно покласть плитку. И только потом уже этот коридор приделывать. Но он полностью будет вот из стеклопакета. Вот как эти окна большие, вот полностью он будет так сделан.
тоже внутри жалюзи будут, и там полочки для обуви. Ну, как я и сказала, в общем, все такое. Вот, и тогда уже внутри там все это будет происходить. Лестница, небеса и так далее. Вот из-за этого пока загвоздка. Но если погода будет, то, наверное, успеем. Может быть, хотя точно, я не знаю. Друзья, сегодня у нас четверг. Сегодня привезут мебель. Вот. Начнем с кухни. Собрать, они предложили, чтобы из сборщика сразу отправили. Сбор мебели стоит 12 тысяч. Когда мой супруг услышал эту сумму, он говорит, я и сам соберу, не нужен. Жадный человек до денег, страшно. Он здесь, я показывала уже, сделал плинтуса везде. Единственное, он там их не делал, друзья. Намеренно это все произошло, потому что, когда устанавливать мебель, там она не нужна. Это вещь, короче, совершенно, иначе она будет мешать. Ну, так-то и так-то. Мы-то в этих делах ноль, как говорится. А так у нас уже уютно, классно. Друзья, такой стол красивый со стульями купили, машалла, очень красиво. Очень-очень-очень красиво. Вот. Тюль тоже, знаете, девочки, как-то я ездила, делала обзор, показывала тюли магазин. Там я говорила, что у них есть свои дизайнеры. Если нужно, они приедут и все сделают. Помните, я говорила? Вот. А эта женщина сейчас находится с ребенком в Москве. Я и к ней обратилась, что у меня уже все готово, что мне нужна тюль. Как я вам говорила, будет у меня сплошная белая, и по краям тоже вот такие вот из тюль. Никаких штор, вот этого всего не будет. Все будет в таких нежных тонах. Вот. Ну, в общем, шикарная получилась кухня. Мы очень все довольны. Стол, я потом посмотрю, как он здесь будет смотреться. Уже когда установят все это, когда кухня будет стоять, чтобы не на всю плитку, а вот именно где именно сидеть, да, вокруг стола вот такой круглый коверчик будет красивый, турецкий. Вот. Вот. Такие вот дела. Ученица наша пришла со школы. Сейчас покажу вам. Она там занимается. О, всем привет. Очень не обращайте внимания на этот некрасивый стол. Он здесь временно. Абсолютно временно. Да, Софиш? Софиша у нас рисует. Котик. А всем привет. Всем привет. Я только что сказала. Ты сказала, да? Прости, мы не услышали. Девочки, цветочки у нас настоящие. Это свекровь привезла. Бабушка. Откуда? Я не знаю, это она привезла цветочки и подарила мне. Красивые такие, настоящие розы. Скорее всего, она у моей заловки их там нарвала. Как пахнут, вкусно. А Софишка у нас рисует. Друзья, мы пока кулер сюда занесли, потому что, когда кухня уже будет готова, туда отнесем. Пока что у нас там все равно ничего нет. Здесь под рукой хорошо, водичка ночью горячая, холодная, если нужно. А то у нас тут вообще воды никакой нету, поэтому ночью воды хочется, без воды вообще никак. Софиш, зачем мы сейчас наблюдаем? Что за произведение? Это? Да, что это? Я делаю такое искусство. И бывает, что все время где-то точки такие. А ты ж покажи, что ты нарисовала уже. Это осень, это лето. А тут что происходит? Можешь объяснить вообще, что вот это? Это деревья, да, желтые уже, так поняла? Это оранжевое дерево, листики, а вот дождь. Уже такое серое небо, да, осенью. Листья падают, и кое-где срывается дождь. Правильно я поняла? А вот лето. Вот цветочки, солнце, облака, все. А звезда там каким, боком? Звезда это что значит? По-обычному, чтобы красиво было.
А, и сердечко. хорошо. А мы бы хотели еще посмотреть зиму красивую и лето. И лето я уже сделала лето. Осень. Осень сделаем. Нам тогда нужно что еще? Весна. Весна и зима. Правильно? Угу. Да. Девочки, что я хотела еще вам сказать, предложить. Вот эту гладильную доску я купила за 6500. Вот эту вот. Меня все устраивает, все отлично. Но я забыла один момент, друзья. Я хотела сюда под мебель купить. Вот как мебель, да, там шкафчики и сверху гладильная доска, корзина, ну такие есть. Я давно о ней мечтала. Я все время думала, как в новый дом перееду. Просто удобно, чтобы там полотенчики положить. Ну, я знаю, что многие именно хотят себе вот такие гладильные доски. Я тоже себе взяла здесь вот место вот, ну, уже поглаженную стирку сюда складывать, на ту сторону так переворачивается. Отличная турецкая, смотрите, какие ноги у нее мощные, гладильная доска. Вот, девочки. Ну что, я ее купила за 6500. За свою цену я бы ее отдала. Она очень классная, шикарная. Но я забыла то, что я хотела под мебель. Вот именно такие продаются у нас, прям как мебель. И там ящики, на нем сушилка. Ну, как я уже объяснила. Вот. И только это ни разу мы еще здесь не гладили. Пока мы все равно там, в том доме пользуемся. Сюда только мы, можно сказать, спать заходим. Ни разу на ней еще ничего не гладилось. Совершенно новая она стоит, вообще не использовали. Вот, я бы ее аккуратно собрала, и кто, если бы за свою цену, я бы ее отдала. Мне не надо никакого навара здесь, ничего. За сколько купила, за столько и продала. По той причине, что я хочу купить вот такую под мебель. Если есть желающие, девчат, упакуем хорошо, по транспортной компании отправим. Вот, такие вот дела. Сейчас Джо там у нас рабочий работает, варит обед. Потом зайдет сюда, здесь у нее будет протерка, уборка, полы будут мыть. Она только вчера помыли. Но, тем не менее, уже грязные, Софиш. Уже пыль. Я смотрю, везде пыль. Нужно еще раз помыть. Вот. А я, девочки, собирать буду сейчас посылки. А я буду, как всегда, рисовать, потому что меня мама таких рисунков не оставит. Угу. Девчат еще привезла. Вчера товар пришел мне. Разные дубайские дезодоранты. Абсолютно разные. Большой выбор. И вот такая вот красота. Машалла, какой у них хороший запах, девочки. Просто великолепный. Лучше любого запаха. Белый. У них 4 аромата. Мне больше всего нравится вот оранжевый и белый. И самое ходовое. Какой хороший запах. Это не подделка. Это вот Дубай. Люкс. Держится отлично запах. Мы пользуемся. Хадижа тоже подарили. Хадижа тоже говорит, ой, классный вообще аромат. Обалденный. И вот такая вот Фатьма. Девочки, это просто... Я не знаю, что сказать лучше. Это или это. Цена у них одинаковая, по 4500 они. Но аромат, что у белого, что у желтого, просто великолепный. Это и для себя любимой, и на подарок отличная вещь. Просто отличная, машалла. Какой запах хороший. Это вот такие ароматы, которые, знаете, я называю это беспроигрышный вариант. Что на подарок, что пользоваться. Особенно хотела сказать, вот Фатьма, он такой, знаете, более для холодов запах. Да? Вот он вообще, когда холод наступает, мне кажется, он вообще классно держится. Вообще от него такой бешеный, такой, знаете, не приторный, не сладкий, а прям такой, знаете, запах чего-то богатого, знаете, запах недешевки. Вот женщина пахнет прям прекрасно, такой освежающий, вкусный аромат у Фатьмы. Вот, просто великолепный, великолепный. Также Яра, эти новые. Ну, белый он был, давно мы пользовались. Розовый так себе, мне не очень, и черный.
А вот оранжевый и белый, это, как я уже сказала, беспроигрышный вариант. Аромат обалденный. Это я сюда занесла, это мне то, что нужно собрать. И вообще в ящиках пришло очень много. Да. Ма, а что нужно сделать, чтобы получился из красок фиолетовый? А у тебя нет фиолетового цвета? У меня только темно-фиолетовый, а мне понравится светлый. Ну, Ты сейчас знаешь? погляжу, погоди. И вот такие вот дезодоранты. Все, девочки, все Дубай. Подделок нет. Вот если этот знак есть, это говорит о том, что это не подделка. Что это все Дубай. Хорошие ароматы. Просмотрите их еще раз. Девчат, у нас эти дезодоранты 500 рублей. А вот начиная с оранжевого, вот эти вот 600 рублей. Вот они. Мама, сейчас я начну делать зиму. И мужские, и женские здесь раз. Они все прекрасны. Все прекрасны. Поэтому положитесь на мой вкус. Если кому надо, заскажите кис. У меня 2 женских, 2 мужских. Потому что подобраны самые вкусные ароматы. Такие вот дела. Очень сильно меня бесит этот стол здесь. Очень сильно. Но мы примем меры. Когда тюль повесим. У нас стол цвета будет другой. Нельзя его просто покрасить? А, я вот старый. Мы его под навес отнесем. Кстати, под навесом у нас тоже изменения, но я потом покажу вам. Под навесом ничего не изменилось. Ну как, папа же построил комнату. Ну, это ж не под навесом, это ж там. Ну под навесом сразу, как идешь, под навесом сразу начинается. Или ты забыла? Я все, короче, буду белое раскрашивать. Все белое, и это раскрашу. Ты там напиши красивую зиму, как пошел снег, елочку нарисуй. Это я и собиралась тебе сказать елочку. А какого цвета елочку рисовать? Ну, естественно, зеленая. А, Но искусственные они бывают же и белые, видела елочки? И красные, и А настоящая только зеленая бывает. А вообще-то еще и было, знаешь, какие? Белые. Я видела. Девочки, ну, спальня пока вот так вот, знаете, без изменений совершенно. Там пока что покрывало все у меня еще старое. Ну, но все, целости и сохранности, нигде не порвато, так как я очень бережно отношусь ко всем своим вещам. Не по разговору, чтобы там языком потелепать, а действительно очень бережно отношусь ко всем своим вещам. У меня все. Я почему не поменяла эту спальню, потому что она, ей уже у меня, не знаю сколько лет, по-любому 6 есть, она у меня абсолютно как новая. Нигде ни царапинки нет, никакой, ни помарки, ничего совершенно, как новая. Вот. Там девочки некоторые спрашивали, кис, не маловато ли спальня? Друзья, ну, знаете, ой, я, знаете, больше всего, что я не хочу, это вот порой, знаете, какой-то негатив нести, там, я потом завожусь легко и так далее. Ну, начнем с того, что я, прежде чем что-то сделать, я 1000 раз посоветуюсь со специалистами. Я побываю в домах, в которых сейчас строят, понимаете? И только тогда я приду к какому-то решению. Когда делали эту комнату, я даже вам покажу, когда я покажу своего девера, какие спальни небольшие. Точно таких же размеров, даже меньше. Просто я придумала ванну. Почему? Потому что я видела в дорогих отелях, я там бывала, я знаю, вот именно вот такой вот дизайн. Женщина мне написала, киса, там вас осудили, что типа спальня небольшая.
А нормальный, грамотный человек этого никогда не скажешь, который бывал в таких местах, знает, что такое сейчас удобство. И в отелях шикарных там с кровати, там сделано так, что с кровати встаешь и сразу вход в ванну. И нормальные люди бы это поняли, для чего это нужно. Ну, объяснить популярно возможностей нет, конечно. Ну, оставим все как есть. Кто понял, тот понял. Я, друзья, я даже в эту спальню, вот эту, я уже не могу попасть дней 5. Хотя мы переехали и живем. Мы приезжаем очень поздно. Супруг в рейс ездит, он практически дома не бывает. А если бывает, мы куда-то мчимся за товаром, либо с посылками. А приезжаю, Софишку хочу укласть в спальне там, по другой. И получается так, что я засыпаю. Но даже в лучшем случае, сюда я попадаю, если буду попадать, то это в 3-4 ночи. Друзья, скажите мне, пожалуйста, для чего мне нужно игровое поле в спальне? Для чего? Что здесь делать? Да, у меня там спальни больше, естественно, и мусора собиралось больше. Когда сюда приехали рабочие, строители, которые люди со стажем, которые строят, они говорят, киса, спальни самые маленькие, лишь бы спальный гарнитур. Потом я зайду посмотрю, Софиш. Лишь бы спальный гарнитур помещался, и все, больше не нужно. Зачем это все наставлять? От этого только... Сейчас шифонеры люди в спальне не ставят, сейчас все отдельно, либо есть у людей, это комната, как она называется, гардеробная, либо у входа делают большую гардеробную, то есть... Весна там листики падают, какие там деревья? Нет, они не падают, они только растут на деревьях. Такие нежно-нежно, такой зеленый салатовый цвет у лепесточков. На веточках так нарисуй коричневые такие веточки. Только маленький рисунок, только маленький листочек где-то вылазит, а где-то листочек уже побольше вылез. Почечки нарисуй коричневые, ладно? Давай, мы ждем тебя. Ой, Софиш. Отдохнуть. Можно отдохнуть, конечно. Только на улицу выходить в халатике. Вот, сбивают меня с мысли, как только начинаю снимать, поэтому... что в спальне шифонеры сейчас не ставят. Кровать, 2 тумбочки, все. Здесь еще по краям светильнички будут у меня. Вот там в углу телевизор белый, тюль. Все, друзья, по краям вот эти вот турецкие я куплю, 3. Здесь с 2 сторон и там дорожку. Там будет в углу стоять, может быть, небольшой шкаф-купе белый. Чисто для такого там полотенца, там нижнее белье и так далее. Зачем нужна огромных размеров спальня? Разве недостаточно этого? Так у меня какое шикарство. У меня ванна есть готовая. Санузел, все. 3 в одном. В моей же спальне. Представьте, какой комфорт в доме. Зачем эта огромная спальня, если я туда захожу в 3-4 ночи и буквально могу поспать, до 9, до 8, даже раньше Софишку в садик будем, еще в школу будем, еще раньше встаем. Мне здесь еще танцы устраивать, или мне даже раньше там у меня спальня была гладильная доска, сейчас ее тоже нету. Мне здесь ничего не надо, просто зайти, лечь. Я хотела, чтобы это была комната вот именно такой. Все, тут по краям будут ночники или вверху будут висеть. Все, девочки, о чем вы? Зачем больше? Для чего такая огромная здоровая кровать? Зашел в спальню, утром проснулся, дверь открываешь, прекрасно, пользуешься всеми услугами, там же на месте. Туда уже выходишь вся красивая, там и зеркало, все, приведешь себя в порядок. В шифонере возьмешь все, что тебе одеть, ночную все положишь на место. Это же прекрасно. Зачем это большое? Вы думаете, что у меня не было на это возможности сделать эту комнату на 2 метра, на 3 метра больше? И не нужно забывать, что над этими комнатами здесь у нас еще 2-й этаж. 2 комнаты будут. Так, знаете, лишь бы ляпнуть. Девчат, не хочется очень сильно как-то грубить. В последнее время вообще что-то... Вот этой ситуации, которая в мире происходит, что творится в Палестине, вообще бедные дети, все страдают. Просто не хочется даже на это обращать внимание, какой-то там нести негатив, потому что это настолько мелочи, что на это вообще не нужно обращать внимание. Вообще, что-то кто-то сказал.
Ну, я никогда, вот, друзья, вот, несмотря на то, что, да, мне там одна женщина написала: Кис, у тебя вот такой характер, как бы, ну, немного жестковатый, но в душе видно, ты добрый человек, и для семьи стараешься, и все такое. Да, это так и есть. Я могу где-то, да, это есть, могу где-то грубо ответить, и то, потому что, знаете, я не понимаю людей, которые лезут в душу, которые высасывают из пальца. Я при всем своем сложном характере, я никогда не позволю даже соседке своей сказать там: ой, я что-то так сделала. Ну, потому что люди-то, наверное, подумали до этого, как им сделать. И им так понравилось, и они сделали, правильно? А кто я такая сейчас лезть со своими советами и вообще, ну, люди так захотели, потому что им так захотелось. Все. Вот там над тумбочкой будут висеть красивые светильнички. В углу висит телевизор. Зашел в спальню именно спать, а не танцевать, не веселиться. Именно отдыхать. Поэтому это спальня. Это не отчет. Я просто говорю, я мечтала об этом. Мы вот работали в Сочи. Вот, мы отдыхали как-то в Ростове-на-Дону в городе. Мы отдыхали в Ставрополе, в шикарных гостиницах. И вот такой вот вариант. Очень удобно. Я влюбилась, я всегда мечтала, чтобы встать с кровати, зайти там, да, отдельно себе в комнату, в которую никто лишний не зайдет. Это же какое счастье. Это просто, знаете, условия. Создать для себя условия. Пусть это не какое-то там королевское шикарное, но мне и не надо. У меня есть условия. Я проснулась. Были такие моменты, когда у нас на улице вообще это все было. И туалет, и ванна там вообще пристроена. И приходилось идти по холоду. Сейчас мы создали для себя максимальные такие условия, при которых живи и наслаждайся. Было бы здоровье, не было бы войны. Все остальное это такие мелочи, девочки. Будьте немножко добрее. Вы знаете, вы скажете, вы открыли канал, вы это на общее выносите, на общее видение, и поэтому люди имеют право сказать свое мнение. Я по этому поводу запишу ролик. У меня будет по этому поводу ролик, где я все подробно, все расскажу, свое мнение на этот счет, на вот эти вот высказывания. Скорее всего, он завтра выйдет. Вот, поэтому здесь дорожка, здесь полукруглый или квадрат. Ну, скорее всего, будет полукруг, квадрат мне не очень. Вот полукруглая дорожка, прям в длину, тут и там. У меня будет новый матрас и красивое, шикарное такое турецкий набор я возьму спальный. А вообще повседневка, чем мы будем пользоваться, это набор клубничка, девчат. Это хлопок, чисто 100%. Вот. И это действительно хорошее качество. Наборы египетский хлопок, вы видели, с клубничкой. Они есть и с одеялами, они есть и без, они есть под одеяльниками, точнее. Вот это 100% хлопок и та постель, которая мне подходит, и всем остальным соответственно. Вот. Чтобы у всех все было одинаковое, чтобы висело оно, сушилось на веревке или где красиво и одинаково, не цвета радуги. Все вот под цвет. Либо будет там, у меня будут белые, а там бабочки голубые. Две пересменки, чтобы было. Вот один раз у всех полностью клубничка, потом бабочка, чтобы это менялось. 2 комплекта. Для всех одинаковое. Потому что на веревке это висит очень красиво. Для меня это очень большую роль играет, как белье висит на веревке. Если оно разноцветное, разное, там висит наволочка голубая, рядом цветастая, потом белая. Пусть оно будет даже красиво в длину ровненько висеть. Это для меня некрасиво. Я люблю, чтобы все под цвет. На веревке я работаю с веревкой где-то час, наверное, пока я все красиво не развешу. Должно быть все. И после моей веревки вещи и гладить не нужно. Я встряхиваю хорошо. По ниточке ровненько, красиво вешаю. Бывает такое, что когда я спешу, друзья, я повешу так, знаете, ну, повесила и повесила. Когда я куда-то еду, уезжаю, и это дело никому не доверяю. Я люблю белье развешивать сама я. Я люблю этим заниматься, и мне нравится, когда оно красиво висит на веревке. Вот. Поэтому вот так вот. Спальня такая, какую мы хотели. Очень много места. Пройти, подойти к кровати, лег на кровать, включил телевизор. Было бы на это время, милые мои, было бы на это время. И эти мысли насчет старого дома, зачем, что там были спальни, да я не хочу спальни больше. Я не хочу, там старые доски уже, друзья, в той комнате спальни там старые доски. В комнате в соседней, да, мы обновили, там супруг сделал, когда Висхам был в армии, ламинат. И во всех остальных комнатах у нас уже плитка и ламинат. Единственное, это спальня. А здесь везде у меня теплый пол, даже
Здесь в спальне именно нет теплый пол, но там есть ванна теплый пол и большая батарея огромная. Она на ура отапливает эту комнату, когда дверь открываешь, вообще тут тепло. И оттуда с кухни идет теплый пол. Да даже если эти двери плотно закрыты, большая батарея, она прекрасно отапливает эту комнату. То есть мы, хозяева этого дома, мы довольны. Все получилось как никогда здорово, классно. Не нужно вот это все, вот это черноты. Да зачем в мире такое творится? Вообще это все мелочи. О чем вы, друзья? Такие прекрасные обои. Мне так все нравится. Все новое, но есть новое. Когда-то этот дом построили и свекровь моя, свекор, дети старшие от моего супруга еще не было, он уже здесь родился. Тоже приехали в новый дом, жили в новом доме. То есть каждой женщине хочется это все испытать. А те комнаты, пускай они стоят, они никуда не денутся. У нас еще будут жениться, выходить замуж дети, еще внуки будут. Плюс под навесом, там уже под навесом намечается грандиозная стройка. Я ж вам еще этого не сказала. Тут же еще с одной не закончили, уже начинается другая. Меня ж посетила такая идея. Уже супруг начал ругаться, но это неизбежно. Вот навес, он там сделал комнату, где у нас котельная, там будет все это. Закрыл полностью, обшил ее. Вот, у нас сделает там мне полки для банок, для всего этого. Я вам покажу эту комнату. Сейчас выйду, поснимаю, покажу. А там, где у нас стоит кухонная мебель старая под навесом, эту мебель, как только начнется весна, сразу будут пылать огни, ее я сразу спалю, в первую очередь. А эту стену мы пробьем, и там дальняя, которая кладовая, и дальше это будет сплошной навес. Но даже он там не будет заканчивать. Потом этот навес пойдет в сторону. Представляете, вот в сторону туда, ближе к соседям. Понятно, да, в какую сторону? Туда, где у нас цветы растут, туалет, в ту сторону. То есть у нас навес будет как буква «Г», понимаете? Вот так, и потом вот так вот он будет. Я хочу вот этот весь вид на огород, что сзади туалет, это все закрыть. Это пускай будет задний двор, чтобы на него вообще взор не бросался. А сделать длинный навес, теплый пол там, а продолжение вот так, это будет еще 2 комнаты. Еще будут 2 комнаты тоже с-под навеса, там, чтобы зайти там тоже. Кому отдохнуть, кому что. Потому что со временем я планирую этот дом вообще отдать полностью Висхану. Чтобы он тут со своей семьей жил. Но здесь еще будет 2-й этаж. Он уже есть. Просто там нужно будет доделать. Вот здесь еще на 2-м этаже 2 комнаты. У нас просто там нужно дело довершить до конца. Пока что это все, быстрее бы зайти, перейти. Но здесь, друзья, мы уже ощутили этот, знаете, этот праздник души, что теплый пол, тепленько всегда, хорошо, так, знаете, я так давно мечтала об этом. Я же говорю, зубами мне нужно заняться, я откладываю это. Проверить свое здоровье, в санаторий съездить, отдохнуть, как нормальные люди хочется. Тоже все, да, потом. Девчат, это снова я постирала на матрасник. Боже мой, какой аромат, девчат. Так показываю, как будто вы его услышите. Если бы вы знали, какой аромат. Сколько раз он уже стирался. Он как новый. Сколько раз он уже стирался. Это же вот на матрасник одевается. И с этой стороны мягенько. Какая же хорошая вещь. Хоть бы где. Не, уже 2 года ему есть, и стирается он очень часто. Раз в неделю так точно. Хоть бы где нитка какая висела. Или что-то. Ну вот реклама. Но реклама 100%, как это и есть на самом деле. Какое хорошее качество. Нигде ни пятнышка нет. Ничего такого. Все отстирывается. Отлично. Мягенький. Ну настолько хороший. А пахнет, как это же с ополаскивателем стирают. И гранулы кидаю. О, это вообще... Красота, не передать, какая красивая. И качество. Сейчас это покрывало уберу и постелю. То мы стираем. Все. У нас полностью меняли постель. Сейчас у меня стирка идет. Все. Если удастся, покажу вам стирку. А поменяли вся постель. Все чистенькое, все белое. Вот. Это я просто не сняла сейчас. А это постелю на матрасник и сразу застелю кровать. Вот такой вот хороший. Поэтому, если что, заказывайте, девчата. Вещь отличная.
Просто шикарная. Толстая, мягкая. Вот такая вот красота. Девочки, красавицы. И насчет кухни. Ну куда же еще больше? Куда еще? Зачем она нужна такая огромная? Вот здесь вот полностью стоять кухня. Посередине стол или около окна посмотрим. Ну куда же еще? И самое главное, для чего? Для чего? Огромная какая кухня, смотрите. Друзья, не будьте злыми, пожалуйста. Ну, хозяева в этом доме есть, их все устраивает. Зачем это? Ну, может, покажетесь тогда умными. Не нужно лезть в другую семью, где люди построили, значит, им так нравится. Значит, они так захотели уже. А вы представляете, даже вот когда... Это там у нас, смотрите, вытяжка будет висит, провод, а это под посудомоечную машину, чтобы вы не удивлялись. Вот. Что я хотела сказать? Оно ж, знаете, когда даже дома у нас вот идет, например, даже перед Новым годом, да какой там перед Новым годом? У нас это Новый год каждый месяц. У нас, мы ж любители стирать тюль и все остальное, буквально месяц-два раза даже, это вообще не проблема. Постирать, освежить, чтобы это вкусно пахло. Но когда снимешь тюль с окна, даже если у нас та кухня довольно-таки симпатична, мне нравится, все тона вот такие светлые, ничего не раздражает. Но когда снимешь ее с окна, с окон, как-то лысо кажется, неуютно, да? А когда тюльку повесишь, уже как-то красивенько, тепло, для души приятно. Ну, совсем другой вид, согласитесь. Вот убрать ковер с пола, убрать тюль и все. Какая-то лысая комната, скучная, некрасивая. А вот уже уют. Палас, кстати, отдали с кухни на стирку, сегодня нужно забрать. А когда уже постелишь палас, повесишь тюльку, это просто красота. И вы учитывайте этот момент, когда станет красивая, шикарная кухня белая. Стол белый. А там, знаете, как я подобрала? Там панель на кухне примерно будет, как вот это вот серый обой. И стулья такого же цвета. Стулья вот такого же цвета. Мягкие, как кресло. Удобные стулья. Ну, вы это все увидите. Сегодня должны привезти. Ну, стол-то получится все это раньше показать, а кухню, как супруг с Висханом, соберут, установят, тогда же сразу, конечно. Я знаю, много людей, девочек ждут. Киса, когда уже будет мебель, все. Вы представьте, какой будет уют. Когда кухня, стол посередине красивый, тюль красивая висит. Ну, это же прекрасно. А вот куда мы поставим кулер, это вопрос. Знаете, мы планировали, что у нас будет холодильник стоять здесь. Не получается. Мебель с такой шириной, длиной только по заказу. А вот выбрать, чтобы как раз было то, как надо, придется тогда холодильник ставить на эту сторону, друзья. Ну, правильно, здесь дверь все равно так открывается. Ну, другого выхода там просто нет. Иначе нужно было заказывать, ждать по заказу. А я от той мебели отказалась, которая с подсветкой была. Я ее очень сильно хотела, потому что ждать практически до Нового года. Нет, я этого не хотела. Мне хотелось это все поскорее, чтобы случилось. Поэтому вот так. Я очень довольна. Мы очень довольны. У нас вся семья... Мы настолько довольны, как у нас тут все устраивает, все нам нравится, классно, здорово. Все сделано собственными руками, общим нашим трудом. Нас все устраивает. Вот такие вот дела. Вот это будет кухня вот так. И тут тоже, ну, единственное останется место для холодильника. Вот здесь шикарная тюль. И стол посередине. Все под цвет будет. Я все подобрала. Тона идеально под цвет. В этом даже не сомневайтесь. Вид будет потрясающий. Потрясающий. Машалла. Дай Аллах вам всем здоровья. София, что ты звала? Что ты хотела показать? Почему стульчик такой некрасивый? Сейчас поправлю. Ой-ой-ой, мать родная, это что мы сейчас наблюдаем? Что? Деревья, да? Да.
Ты скажи мне маленькие. А это зелененькое что внизу? Кусты. А, ну да, красивые кусты, все правильно, да. Нужно бы солнышко еще нарисовать, что светит или ясно. А куколка так А прилегла. знаешь, почему Куколка... я их так завязала? Ага. Я уже эту поставила, а когда если она сломается, испортится, возьму какую-нибудь другую. Вот почему. Чтобы они не испачкались, там Чтоб не не помялись. засохли, да? Вот, Не, в вот. носу не нужно лазить. Я ж тебя снимаю. Ладно? Где твоя салфеточка? Я ее выкинула. Ну давай, бери чистенькую. Я же тебе положила салфеточки, чтобы ты носик свой вытирала. А та кукла невеста прилегла, видно, устала, да? Дела делала, что устала, бедная. Да, устала. Она замуж очень долго не хотела идти, вот прилегла. Сейчас по солнышко нарисую. Или да. Кристина. Давай я пойду пока поснимаю, Лидочкам покажу произведение, которое папа с Висханом А построил. можно я с тобой? Друзья, смотрите, как хорошо. Светит солнышко, жалюзи. Как все прекрасно, блестит, Мама, чисто, красиво. А можно я далеки поеду? Нет, уроки нужно учить. Ну, Вот закончатся выходные, и будешь тогда везде ездить. ну, Друзья, ну вы строго не судите. Почему? Потому что еще не доделано. Вот только закончил он все это делать. Вот здесь у нас будет котельная. Двери поставил. Сверху это все будет обшиваться красиво. Или с кирпича будет облаживаться. Это все еще только в процессе. В процессе. А вот такую комнату сделал. Двери надо помыть. Все еще в пыли грязная. Вот. Вот здесь у нас. И котик тут комнату себе нашел. Спит, ему хорошо. Здесь котельная, чтобы все здесь было. А с одной и с другой стороны и здесь вот, и здесь он мне сделает полочки, там банки покласть. Несколько слоев полочки сделает мне. И, в общем, вот такая у нас котельная, кладовка. Вот все это повыносится отсюда, естественно, лишнее. Вот только вчера сделали, закончили, еще даже не доделали. Просто стены готовые стоят. Это Висхан они вдвоем делали. А все будет обшиваться, до конца доделываться. Здесь котел, тут всегда тепло. Потому что это все, сказали они, ну, мастера, которые работали, должно быть закрыто в тепле. Потому что морозы и так далее, и так далее. Поэтому для этого вот отдельная комната будет у нас. Вот здесь вот эта вся стена пробьется, кухонный спалится, до конца будет навес, да, и от него вот так вот тоже будет, что вот это все, что огород, задний двор, вот до этой плитки, это все будет вот так постройка, тоже как буква Г, понимаете? И во дворе плиточка, все, в общем, доделаем, до ума доведем, как говорится, но все это нужно время. Девочки получили Хюррем 2 икса в бежевом цвете, 39 предметов на 6 персон. В набор входит 6 подтарельников, 6 тарелок на второе, 6 суповых тарелок, 6 маленьких пиал, 6 блюдец, 6 чашек, одно большое овальное блюдо и одно маленькое овальное блюдо.